Перинатальный центр государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины, включает в себя 16 структурных подразделений. Мы являемся учреждением родовспоможения высокой группы риска. Как вы знаете, мы оказываем трехуровневую систему медицинской помощи беременным. И на сегодняшний день в Республике Саха-Якутия учреждением высокой степени риска является пока только перинатальный центр. Но в конце этого года ожидается открытие нового перинатального центра на 130 коек. Должен открыться на территории городской больницы. В перинатальном центре оказывается высококвалифицированная помощь беременным с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией. Мы нацелены на тяжелый контингент пациенток. Все тяжелые женщины со всей Республики Саха-Якутия, и не только, городские жительницы тоже, они концентрируются в нашем центре. Также здесь оказывается помощь недоношенным детям с экстремально низкой массой тела. Как вы, наверное, знаете, с 2012 года мы перешли на новые критерии живорождения, и сейчас 500-граммовых недоношенных новорожденных мы выхаживаем. С 22 недель? С 22 недель беременности. Рабочий день у нас начинается, как обычно, с конференции. У нас общая конференция проходит. У нас 2 отделения, сторона П4 и сторона С4. 2 лечащих врача, и они проводят обход. И по мере поступления всяких вопросов решаем вместе. У нас послеродовое отделение на 40 мест. У нас все палаты по двое, и там работаем по программе «Мать и дитя». Мамы лежат с детишками. Новорожденным детям в России оказывается медицинская помощь этапно. То есть, когда ребенок родился, он получает первый этап помощи, это послеродовое отделение, родильное отделение, послеродовое отделение. Это называется такие отделения новорожденных. Потом, если у ребенка есть какая-то проблема, какая-то патология, если он родился недоношенным, он переводится на второй этап. Наше отделение как раз-таки отделение второго этапа называется. Отделение второго этапа оказания медицинской помощи новорожденным. Сейчас в нашем отделении опять-таки преимущественно находятся дети, в основном недоношенные. Сейчас по факту находится 39 детей, из них доношенных детей всего 4 или 5. Килограмм 200 он родился, он был очень тяжелый. Сейчас он в 4 классе учится, он вчера приходил к нам в гости, оставил фотографию, еще он стихи пишет, в газете там Кым печатается, и еще книга намечается, у него книга будет выходить, стихотворение, он обещал нам подарить. Вообще наша работа, я считаю, очень тяжелая, но имеет позитивные стороны. Когда мы видим, как наши пациентки, поступившие в крайне тяжелом состоянии, в критическом состоянии, едва не приведшим к смерти, и когда они уходят от нас здоровые, счастливые, с малышами, это, конечно, очень непередаваемое чувство. В преддверии праздника 8 марта я хочу пожелать всем жительницам нашей республики, чтобы беременность и роды приносили только радость и счастье в семью, чтобы планирование беременности было обдуманным, взвешенным, чтобы наши женщины следили за своим здоровьем, чтобы беременность никогда не приносила никаких проблем, а только радость.